дадим. Все, сейчас будет. Крис, Кристина! Надо комбезик. Прямо лосины подходят под... Ага. Смотрите, один в один. Оденьте. Да. Вон Я не оденьте. спотею. Ну, вот так расстегнете немножко, нормально будет. Ладно, Либо, ладно. кофту и штаны вот такие. Смотрите, друзья, экипировка готова. Смотрите, какие каски. Даже вот такая вот одежда готова. Это от пыли. Прикиньте. Специально выдают для тех людей, которые берут здесь тур по этот Аслыкулю. Смотрите, у меня даже под цвет моих лосин. Прикиньте. Вот это специально для меня приготовили. Прикольно, да? Гульнаска-то на опыте, друзья. Видите, у нее полная экипировка, потому что у нее есть свои квадроциклы, между прочим. Она каждый день катается на квадроцикле. Она раньше даже на работу ездила на квадроцикле, представляете? Она профессиональный квадроциклист. Можно даже так назвать. Да, Гульнас? Да. Что, ты готова? У вас тоже спайки зовут? Смотри-ка. Спасибо. Не, у меня носки есть, Кристина. Прикиньте, даже мне Кристина белые носки привезла. Их нету. Принесла, блин. Я прям боюсь испачкаться, она мне белые носки принесла. Кристина, везде чистота, порядок. А как вы все содержите, все это? С утра до вечера Ночь, мы все в одиночку. убираться, блин. Да, одевай. Получается, одна только вы, получается, все это, я да? все сама, повар и уборщица. Господи. СММ и все на свете. Зарплату платят, нет? Едой. Едой и лаской получает Кристина зарплату в Маврикуле. Все, друзья, мы сейчас выезжаем, выдвигаемся на квадроциклах. Смотрите, сколько квадроциклов у Олега Ильича. Альберт Сахарага! Ох ты моя пчелка, снеговичок ты мой! Ой, ты мой снеговичок, ты мой маленький. У тебя же... Я ни хрена не маленький. Я ни хрена не маленький. Ой, кукуляшек мой. Настоящий снеговик, блин. Может, ты Ильдару сядешь? Какой Сильдару, блин? Соседу Ильдару. Че? Сильдару. Он же профессиональный квадроциклист. Я переживаю за Альберта. Сзади по стропы. За моего маленького снеговичка я переживаю. Дурак, блин, Альберт. Вообще дурак, блин. Давай, Юрия Антоновна. А где твой шлем, Вот мой шлем. Иди Так, шлем это- одень. Он так, очки хотя бы одеть. Иди шлем. Ему же шлем и в прошлом году же не влез. Ему очки надо просто, чтобы мошки не летели. Да, иди одень. Нормально. Альберт удалил этот квадроцикл, на котором прокурор перевернулся. Троих покалечил. Перевернул. Да. Одному таз сломал, а второму ногу, прокурору ничего не было. Нифига себе! Альберт, ты слышал? На этом знаешь, сколько человек уже покалечено? Три. Блин, а что ты боишься за него? Сейчас моего снеговичка покалечит, блин. Большому человеку, да, большой квадроцикл, белый, заказывали, получите. Первое маленькое болото. Маленькое болото, маленькое. О, офигеть, как воняет! Болото. Обалдеть! Это что, почему так пахнет? Да потому что это грязь лечебная, можно намазаться. Попробуй струя там. Вот в Пинцере же продают, друзья, попробуй струю за бешеные деньги. А у нас она Которая как болото. помогает
лося этот не видел, косуль видел, лис видел и кабана один раз. Говорю, раньше, когда воды мало, как бы низкий уровень воды был, вон там был пляж. Сейчас все утопило. Сейчас пляж нету. Вода прибавляется, бобры работают. Вот, я же вам до этого историю рассказывала, что бобры, Олег Ильича, вот этот, занимается, чтобы помогал, короче, озеро, видите, все очистили, и теперь вода хорошо поступает в Маслый-Куль. Я же вам говорила, что многие люди там думали, что типа, многие люди думали, что типа, вот, озеро Маслый-Куль скоро засохнет. Нет, друзья, бобры свою работу делают, потому что Олег Ильич хорошо служит, как судьи. Я с ними договорился, они сначала матерились, а потом пришлось с ними договориться. Я говорю, давайте, ребята, вон там работайте, здесь не работайте. Все, бобры сказали добро. Ну, правда, 2 года я их уговаривал. Да. И вот, благодаря Олегу Ильичу и его бобрам теперь на Маслый-Куле воды полным-полно. Сейчас, короче, друзья, мы попробуем дикие яблоки. Представляете, прямо возле Маслый-Куля на берегу растут дикие яблоки. Они еще маленькие, вот попозже будут такие, наверное. Так. Капец, они кислые, офигеть. Они это, где-то в сентябре вкусные становятся. А вы как их Альберт присел. О, Альберт, что, как дела? Нормально? Есть балдадыманный, нормально инде. Нетен есть балдадыман, нормально инде. Нормально аппарат? Луиза ердәһен ярата ул. Ердәһенә. Дәмде хачапурилар пешереп ашата. Здесь вот труднодоступных местах на Нивах приезжают люди, да, когда дождь идет. Ну, когда дождя нету, можно подъехать на своих машинах тоже, можно проехать спокойно. Это в сторону Купаярова деревня. И здесь вот прямо здесь вот здесь стоянку делают люди. Палатка. О, с семенами Газонная собрали. трава кому надо? Газонная трава бесплатно. Сажать будем скоро. Сеять. И вот прямо здесь вот палатки ставят и отдыхают. И здесь людей мало, не то что на том берегу. На том берегу вот в одном месте, пятачок где, да, в одном месте там вообще такое скопление людей. Там такой дискач, там такие вечеринки проводят, а там спокойно не поспишь. Это 100%, и мы отдыхали там. Ой, такие крики, оры, там люди нажрутся, напьются, натанцуются, напоются, потом уже драка начинается у них, там вообще капец-капец. А кто вот любит тишину и уединение, они вот приезжают вот в эти труднодоступные места. О, нифига себе! Проедем, да? Мы это проедем. Короче, ты вправо езжай. Почему какой же вонючий, как вода? Даже здесь бобры напитили, друзья. Друзья, мы доехали. Это, знаете, как называется это место? Это смотровая площадка. Как называется, Олег Ильич? Красная гора. Красная гора. Там Красный Яр, кто его называет. Красный Яр? Ну, Красная Горка мы ее называем. Красная горка. Короче, друзья, отсюда открывается шикарнейший вид. Сейчас я вам все покажу, расскажу. Рассказать, конечно, Олег Ильич сам расскажет про эту смотровую площадку, откуда можно сюда подъехать, где можно отдыхать. Олег Ильич местный, он у нас уже абориген, он сейчас уже никакой не мавриканец там, а он уже этот местный абориген. И поэтому про Маслый-Куль он знает абсолютно все. Эти с собой даже взяли этот выпивку. Как же грех не выпить в таком красивом месте, да, Альберт? Конечно, Да, это же на всю жизнь останется память. Представляете, мы тут в таком шикарнейшем месте выпить 100 грамм, боевые 100 грамм получается. Столько натерпелись-то грязи, пыли, тряслись, всю задницу отбили.
Килограмм, наверное, 10 точно потеряли, блядь. Даже смотрите, закуска какая у них. Соленые огурчики. Харала. Даже Альберт вон тапочки свои грязные снял. И быстрее бегом побежал босиком выпить. Как у тебя костюм не испачился? Вот это мне странно. Белоснежный. Да? Как был белоснежный такой? Когда подготовленный, Единственное, ноги только. Когда подготовленный, не пачкается. Да. А вот не подготовленный, беда. Здесь, короче, есть такой пляж очень классный. С всякими кемперами, палатками, там туда-сюда. Очень удобно, потому что очень как бы живописно со стороны. С Стерлитамака, либо с Белебея есть дорога. То есть можно, короче, найти либо с Ивановки. Вот, как бы сюда можно доехать. С Ивановки деревни заезжать, да? Да, либо с Ивановки, либо с Кедрячева. Но едут обычно в направлении Белебей сюда. Очень классный пляж. И рядом Красный Горка. Всегда можно на него вот зайти и, собственно, лицезреть весь панорамный вид. А мы сюда приехали по маршруту, получается, северно-восточный, наверное, берег Астраханя. Он вообще очень дикий. Там бегают дикие звери. Вот. И там в хорошую погоду можно доехать на машине. Если, конечно, пойдет дождь, то вы отсюда не уедете. Здесь у меня был такой случай. Как-то едем на квадриках, и мужик, короче, стоит босиком. Босиком такой весь. Сырой, главное, босиком. Погода такая, дождь там этот. И у него эта машина, типа Логана. И он, короче, застрял в колею, короче, сел и не может вперед, назад. И вот, короче, разбито стекло у него лобовое. Не лобовое, это водительское. Я спрашиваю, что случилось? Он такой ко мне подходит и его трясет. Он говорит, я на лодке, говорит, перевернулся. Чуть не утонул. Плыл, говорит, плыл, никто некому было меня спасти, вот прямо здесь. Вот, мы подъехали, ему помогли, завели его в машину, вот, вытащили квадриками, развернули, но выехать, к сожалению, он отсюда не смог, потому что лило очень сильно. Я ему сказал так, я посмотрел прогноз погоды, говорю, мужик, сиди здесь до завтра, вот, потому что, ничего, как бы, ты не выйдешь, мы даже тебя не вытащим. Вот поэтому, когда сюда приезжаете, если у вас легковая машина, смотрите на прогноз погоды. Если есть дожди, то лучше сюда не суваться. Если у вас внедорожник, то можете спокойно заехать. В принципе, вы в любую погоду выйдете. Так, вот, арендовать квадроцикл. Если приехали, допустим, и хотят арендовать квадроцикл. Это надо приезжать туда, к нам, в деревню, туда. Ага. Здесь, если где-то вы здесь приехали, стали лагерем, то мы-то находимся очень далеко. Ага. То есть до нас там 7-8 километров, вы просто не дойдете, не доедете. То есть я катаю на Красную Горку, на водопад, и для опытных, у кого есть свой квадроцикл, мы формируем чатики, группы, и когда плохая погода, мы выезжаем на большие расстояния, уже там в Белебейский район, там Деево, усадьба, на 102, короче, на 100, на 120 километров, там есть все. Вот здесь у вас есть... Экстрим. Короче, если вы хотите экстрим, то да, пожалуйста. И вы думаете, что здесь как бы лайт, я вам покажу, где вы можете утопить свой литровый. Где бобры зимуют, покажу. Литровый квадроцикл можно так забуриться. 3 часа будете выдирать, не выдерете. Ильич даже один раз на неделю здесь застрял со своей группой. Один раз... Они голодные ходили, здесь по лесу бродили, представляете, у них бензин кончился, они потом пешком шли, представляете, если, короче, хотите такой экстрим, голод, холод, бродить по диким лесам, и там они даже стреляли кабанчиком, представляете, ели их. Yağıma faytam yerge yatıp Dağlarının ulan ufkanın Dağlarının salgın tavıştarın Kiski yıllar ifkanın Dağlarının salgın tavıştarın Kiski yıllar ifkanın Мне очень здесь нравится. Если бы вы знали, друзья, какой здесь воздух. Это просто офигительно вкусный воздух. Вот раньше, когда говорили, да, вкусный воздух, я тогда не понимала. Когда молодая слишком была, я думала, как может быть воздух вкусный? А нифига. Оказывается, воздух может быть вкусным, друзья. В каждой местности свой вкусный, чистый воздух. Вот здесь вот прямо своеобразный такой вкусный воздух. Вот его вдыхаешь вот так вот. Прямо, знаете, вот сладковатый какой-то, вот, знаете, вот такой вот прям, не знаю, вот, невозможно объяснить, такой прям сладковатый, вкусный, привкусный здесь воздух. Поэтому, друзья, обязательно приезжайте, увидите эту красоту своими глазами. Как же красиво здесь, особенно вот этот мой Аккош. Харагдали меня Аккошем. А? Где?
Они серые. А ты не варит гадкий утенок. Они что же так не был серый, там как Смотрите, Асакульда, это Айка, кош, с потомством. гадкий утенок. И гадкий утенок, это ты мой гадкий утеночек. Я не гадкий. Ой, ялнаяк басып тұрған була беті, ялнаяк юре беті, мой гадкий утеночек, маленький ты мой. Да. Ты-то ко мне пришел, что ли? А? Да. Да. Ну, такой довольный. Альберт Эрдехам, я же его пилю постоянно. Пилю, и он мне, что ты постоянно меня ругаешь ты? Да. Еще жалуется на меня. Балдазарно жалуется, да, постоянно меня ты пилить и ты. Вот эти все виды очень, как бы очень красивые. Можно только сделать, можно только увидеть с помощью моторной техники, то есть либо мотоцикл, либо квадроцикла. Но мне некоторые личности, не будем говорить как, запрещают мне кататься на квадроциклах. Почему? Ну, потому что, говорит, якобы я тут нарушаю какую-то природу, там еще там что-то там, какие-то там птицы там и т.д. Нету никаких формальных документов, ничего мне не выписывают, просто устно, как бы мне создали такую атмосферу, что типа, мол, ты здесь не будешь ездить и зарабатывать деньги. Хотя я официально подавал все документы в природный парк Аслыкуль на согласование всех моих маршрутов, и мне они просто прислали отказ, мол, надо использовать иной маршрут. Туда-сюда. Я Типа говорю, пешком только можно ходить, да, что ли? но машины-то ездят. Машины-то здесь ездят, а мы ездим только там, где ездят машины. То есть мы не нарушаем как бы почвенный покров. Выписывают даже иногда штрафы. Иногда. Иногда. И сколько штрафов? 1500. Нифига себе. А машинам не выписывают? Машинам нет. Вот интересно. Почему-то только квадроциклы для них это вред. Хотя квадроцикл, он легкий. Он не портит почту. Он не портит ничего. Он даже не месит грязь. А вот машины, да, они делают колею. Потому что вот мы сейчас ездили там по грязи. Мы вот так ехали, да, с тобой, помнишь? Да. Ага. А потому что мы в колею-то не попадаем. Это машина и колея. Машина тяжелая, они там весят там 3 тонны. А квадрик весит сколько? Ну 200, 400 килограмм максимум. Он не портит почву. И вот мы-то занимаемся, показываю людям, а нам говорят, деньги платите. Деньги платите. Это штраф или деньги? Коррупция. Коррупция. Вот, Коррупция. представляете, коррупция, оказывается, здесь, в Аслыкуле. Штраф выписывают постоянно Ильичу за квадроцикл-то. А машинам, оказывается, нет. Вот интересная история, друзья. Альберт довольный, дали ему хороший квадроцикл. Альберт вообще обожает. У него, знаете, он умеет кайфовать. В моменте прям радоваться жизни. Вот, надо Альберту почаще приезжать к нам, будет кататься с нами. Мужиками, так сказать. Женщины дома, а Альберт с мужиками в бане. Сейчас. Так долго будет. Давай. Отмываемся. Давай, Ильдар. Сейчас тоже. Битиндею. Кулағымды нығырақ. Мындай одан Вот, ты же просил баню. Самый грязный Ильдар приехал у нас. Самый грязный. И, наверное, специально ездил по грязи, да? Рахатленіп тұрады. Квадроциклда соношын битинде, погорайте месяц. А что прям все вот так отмываются, да? Ильдар, ты знаешь что? Пока ты мыл квадроциклы Ильича, твоя жена с Ильичом договорились кое о чем. О, стихотворение. Водогеев. Да я вообще поэт. Да, Водогеев. Офигеть. Договорилась ехать с ним в Адыгею, представляешь, на квадроциклах. Нет, мы с собой возьмем. Он специально тебя оставил мыть квадроциклы, между прочим. Потом хватит на 9, то что? Типа, давай в Адыгеев. А я еще такая, Ильдар же на все согласен, говорю, да? Водогеев. Адыгею. Так что вы едете в Адыгею. Где-то Не ты, а твоя жена и Ильич. Мы были в На Водогеев. водопады ходили еще там. Единственная моя соседка, с кем я дружу, представляете, достар. Остальные, я тоже со всеми дружу, но остальные олу апайдар біздің түгі. Пенсионердар, я с ними тоже дружу, но имеется в виду, я с ними такую дружбу не веду, как вот с Гульнас. Мы можем сесть, там, посплетничать, там, выпить, да, как говорится. Вот, у нее был день рождения.
Так вот она меня не пригласила. Представляете, мне сейчас я думаю, а соседка ли она мне? Ага. Вот. Никого не приглашали. Ага, Вот кто знает, тот сам придет. Ага. Значит, А откуда я должна может- знать, что у нее тогда день рождения? Ага. Вот хитрушки, блин. Я ей подарок привезла, но я ей не буду давать. Пойду-ка я хожу хозяйке глэмпинга. Как правильно говорит вообще? Глэмпинг. Глэмпинг. Хозяйки вот этих царских хором. Царских хором. Это же, помните, да, вот фильмы же мы смотрим же, да, фильмы. Вы замечали? Вот такие шатры ставили, когда какие-то военные действия были, да, и вот султанам, ханам, царям вот такие вот шатры ставили. Вот, это царский шатер называется. Вот я сейчас схожу к Кристине, хозяйке царского шатра, ей подарок отнесу. Это подарки на выбор, конечно же. Не все ей. А вдруг ей размер не подойдет, кто знает. Ну все, Гульнас уже с Ильичом замутила бизнес. Уже в Белорецком районе. Только что они ехали, знаете куда? В Адыгею. А сейчас вот уже после пары рюмок они уже собрались этот бизнес мутить в Белорецком районе. Представляете, Мадутар? Я боюсь представить, что будет вечером. Вечером что будет. А я не пью так, никакой бизнес не мутю. Ни с кем в Адыгею не еду. Ой, боже. Надо, наверное, выпить, чтобы что-то организовать. Это обычно, знаете, как было? Альберт с братьями собирался, да? И тоже выпьет. И давай они начинают общий бизнес мутить. Как только выпьют, начинают там КамАЗы закупать, фуры закупать, какие-то магазины, автосервисы открывать. Представляете? О, боже. Вот тут тоже такая же фигня. Выпили и начали уже бизнесы мутить. Кристина! Кристина! Кристину достали, наверное, уже. Гости все вот так заходят, орут. Дайте это, дайте то, блин. Мне жалко ее. Прикиньте, человек один за всем хозяйством следит, за всеми туристами. Это просто жесть какая-то. Целый день. Кристина! Это вам гостиниц. Так неожиданно приятно. А тут Кристина, надо померить, короче. Который подойдет, и я вам этот подарок оставлю. Приятно. Пожалуйста. Вам спасибо. Так все чисто, аккуратно. Нифига себе, у вас техническое здание такое большое, красивое. Так классно у вас тут. Даже у собачки свое место. Ага, даже у собачки свое место есть. Это же вот, вы же бизнес-бися, вы знаете, как переводится? Да. Бизнес-вумен, да. Это я на башкирский лад сделала, Я бизнес-бися. сказала, что я заеду работу. Я такая думаю, ну я-то собственник глэмпинга. Ага, вот, хозяйка глэмпинга должна носить вот такую вот толстовку. Вот не поверите, я на днях бизнес-бися. думаю, у меня даже, думаю, свитшота нету вечером одеть. А, Такого, на вот. прохладную погоду. Елутана, говорит, тут. О, вот, классно. Я говорю, это чуть-чуть резиночку вот здесь. Да, да. Вообще, наоборот, то, что большой размер прикольно смотрится, да? Мне нравится. Да, очень классно. Олег скажет, а мне подарки. Ему нету, а ему носки. Все. Там в этом, как там, я забыла показать. Играть хочет. А, играть хочет, смотрите. Со мной играть хочет. Я боюсь собак, друзья, а он ко мне липнет. Я говорю, рано встаю, поздно Во ложусь. сколько встаете? Ну, где-то часов 7. Туда-сюда. Это не рано, я в 5 встаю. Для меня рано. Это для меня как рано. Завтраки я делаю. У вас же завтрак в трамвае входит. Да, Знаете? кстати, прикиньте, друзья, еще завтрак входит, представляете? Так что вот утром завтра Кристина сделает завтрак, мы оценим, продегустируем ее завтрак и скажем, какой из Кристины повар. Вы же сами знаете, что я повар 4-го разряда. Вот. Я буду стараться завтра. Да я шучу уж. Ладно, Кристина, спасибо. Вам спасибо. Пока. Гульнас, у тебя выбора нет, у тебя остался только вот этот костюм на день рождения. Вот как раз-таки вот тут на пляже одевать. оранжевый. Размер не твой, конечно, но будешь носить как оверсайз. Я же тебе обещала, помнишь, я твоим подружкам подарила в Турции, а тебе нет. И мне потом стыдно было. Вообще-то я его везла тебе и Резиде. Потом думаю, ладно, этих девчонок никогда не радовала, я их не видела никогда. Думаю, порадую-ка лучше их, а Гульнаске могу в любой момент подарить, думаю. Сейчас Гульнаска примерить. Будет яркий, оранжевый, апельсинчик Гульнаска. Как раз это вот костюмчик на пляже одевать. Оверсайз зато не жарко. Такая сплавляет большой размер такая. Оверсайз зато модно, не жарко. Нормально. Дареному коню зубы не смотрят, Гульнас. Вот, а дело что? По пляжу пошла.
продувает, проветривается, потому что оверсайз, надувается, стопроцентный хлопок, дышит все. Ой, такой легенький, Да, классно так. шортики Приятно к натянула. телу вообще. Шортики вот, смотри, завязка есть, вот так можно затянуть. И все. Такой приятный к телу. Да, он вообще очень приятный. Он в жару хорошо. Спасибо. Будешь на пляже носить. Это тебе на день рождения, на который ты меня не пригласила. Такая. А нет, ты меня Синя, понюхать дадим? меня обижать. Понюхать дадут они меня. Это у тебя память короткая. Разговаривали, но не знакомились. Взяли у вас кофе, да, смотрите, вот так вот. Что это такое? Это же его же заварить надо. Мы же деревенские, мы не умеем. Один в одном. Мы привыкли один в одном. 3 в одном. 3 в одном, да. Это Это джимбим и коньяк. а ты сам что пьешь? Я виски. Давай. Он все пьет. Зайчик, Мишка, панда. Такие едут на квадрик, такие панда, Мишка, там зайчик. Там он уже в России вообще не жил. Он только там жил. В Маврикии, всякого, в океане где-нибудь. В океане, в океане он жил. Мадагаскар. Мадагаскар? Рядом с Мадагаскаром. Ты, получается, в прошлом году только переехал уже В отсюда? 17 году оттуда. Если нас надо. Почему у вас такой? Короче, смотри. Он второй мальчик захотел везде. Кляшу построил дом себе. То есть я строитель был до 14 года. Короче, здесь купил участок и уехал. В прошлом году этих домов вообще и в помине не было. Мы когда приезжали сюда, познакомились вот с хозяином Маврикии, или как там Маврикии. Сейчас надо правильно посмотреть, как называется на самом деле. Он занимался профессионально серфингом, да. Один раз он со своими друзьями приехал в Аслыкуль и влюбился в это место и остался здесь. Ну, взял вот участок, купил собственность, да. И вот такие вот домики начал строить. Все же думают, серфингисты там такой человек-ветер, куда ветер, туда и серфингист, такие легкомысленные, да нифига подобного. Представляете, человек-дело, мастер на все руки, между прочим. Он даже с бобрами дружит, прикиньте. Бобры же вообще в Аслыкуле, знаете, что сделали? Они, короче, перекрыли кислород Аслыкулю. Взяли ручейки, перекрыли, построили плотины. И не пускали воду в Аслыкуль. Вот этот вот серфингист, представляете, подружился с бобрами, попросил их больше так не делать. И прикиньте, те его послушались. И все, быстренько свою плотину они разобрали, и все, вода начала поступать, и в Аслыкуле вода стала больше, намного больше, чем было 5 лет тому назад. А люди же говорили тебе, вот, все, Аслыкуль уже засох, там воды не осталось, все, кроты, Аслыкуль пришел, от него скоро там маленький такое болото останется. Нифига подобного. Этот вот серфингист вдохнул жизнь, можно сказать, Аслыкулю, потому что просто подружился с бобрами. Вот смотрите, вообще же прикольная такая территория, да, отдыха, зона отдыха. Такие прикольненькие домики. Огромная вообще территория. Мне вот нравится, что вот у каждого домика, посмотрите, вот так вот входная группа, да, такая лесенка, тык-тык-тык-тык, поднялся такой. И вот здесь вот у каждого рядом с домиком вот такой вот стол, и вот этот вот гамак висит, и свой вот мангал есть, представляете? Вот у каждого есть свой вот такой вот аккуратненький мангальчик. О, все чистенько. Кстати, что хотела сказать, все чисто и аккуратно. Вы вообще знаете, друзья, что вот этот вот забор сделан из алтайского кедра. Прикиньте, алтайский кедр, он вообще, между прочим, очень дорогой. И вот эта вот лестница тоже сделана из алтайского кедра. Сейчас, короче, будет рум-тур. Так, обувь снимать надо здесь. Тут, между прочим, хозяйка этого кемпинг-парка, Кристина, она прям бдит, она говорит, ну-ка, никакого мусора, чтобы все было чисто, аккуратно. И, между прочим, это правильно, я вообще люблю, когда чисто. Вот когда грязно, я же говорю, вот, я потом уже не хочу ходить в это место. Вот когда чисто, мне охота обратно приезжать, да. Ну вот, короче, купую буху, этот рум-тур. Вот лесенки, поднимаемся, друзья. И вот такая вот большая такая террасная зона, как можно сказать. Здесь вот, видите, 2 таких кресла, стульчик, да, потом мы заходим в вот такой вот оборудованный шалашик такой. О, прикиньте, это даже не шалаш, это дворец, офигеть! Посмотрите, какая красота! Это какой-то прямо вип-шалашик, да, какие-то царские хоромы, обалдеть! Вы только посмотрите, это же правда, вот смотрите, какие-то
царские покои. Вы только на кровать посмотрите, как сделано, оформлено из этого дерева необработанного. Тут, короче, еще одна пара вместится, может спать здесь. Еще семейная пара может спать. Здесь, кстати, холодильник есть, микроволновая печка есть. Если будет холодно, вот такая вот даже печка есть. Стол, стулья, чайник имеется. Тумба, тут, короче, посуда, бокалы, даже постельное белье. Ух ты, вдыхаешь прямо с этим деревом, так пахнет. Хотя это же вообще, посмотрите, это как палатка, это тентованная, между прочим, да. А пахнет прямо там деревом. Туалетная зона, посмотрите, здесь унитаз, раковина, зеркало. Прикиньте, тут даже есть гель, бальзам для посуды, крем для рук. Офигеть. Туалетная бумага, унитаз, все есть. Ну, короче, вместо двери вот такие вот шторки. Это же палатка вообще-то. О, прикольно. Блин, так уютненько, чистенько, классно, блин. Очень классно. Блин, а какой шикарный вид, друзья. Выходишь и вот, посмотрите, между прочим, вот где, видите, два бревна там торчат, да? Вот, сейчас я вам покажу. Вот эти вот, вот это вот два бревна, да? Тут уже этот берег, все. Там уже Аслыкуль, само озеро. Представляете? Как круто, блин, такой шикардосный вид, как красиво, блин. Мне здесь нравится, очень нравится, очень. Дождь идет и солнце. Я же говорю вам, что здесь погода непредсказуемая. Посмотрите, мы здесь организовали застолье и прямо здесь чаи гоняем. Я кофе гоняю, девочки чаи гоняют. Мы, короче, тут уже, знаете, что решили? Мы решили, что мы едем все на Кавказ. Завтра же. Нет, не завтра, шучу. На следующий месяц. Вот кто в палатках, им, конечно, тяжело. Сейчас все намокнет у них. Вот они в палатках, все палатка намокнет. Скорее всего. И костер их не потухнет. Они еду готовят на костре. Сами каждый год тоже приезжаем с палатками. Один раз с палатками приезжаем, другой раз там домики снимаем. Домики, на самом деле, я вру, вот в прошлом году один раз только мы сняли. А так до этого мы всегда в палатках жили. И когда вот в палатках приезжаешь, вот когда вот такой вот дождь, да, всегда проблема. Все грязные, намочимся, испачкаемся, потом все это отмываем и посуду моем. Дети замерзшие. Вот это, конечно, тяжеловато. А так, конечно, в палатках тоже свой вайб есть. Но сейчас такие палатки есть, друзья, которые, как там, не промокают. Но все равно вот ты кухню же организовываешь ты на улице, а не внутри палатки. И когда тут ураган начинается, все вот это, и палатки улетают, и кухня твоя улетает, блин. Вот это, конечно, тяжеловато. Поэтому лучше, конечно, снимать домики. Мы сполоснемся только ради контента, чтобы показать баню. Короче, друзья, смотрите, тут вот есть чан, смотрите, даже лежаки есть, да. И вот здесь вот даже беседка есть, самовар. Люди сидят, чай пьют. Итак, рум-тур на баню, друзья. Смотрите, вот так вот зашли, да. Такая уютненькая, красивая такая баня. Здесь есть душ, шампуни, ведро с холодной водой. Заходим внутрь. Обалдеть, посмотрите, тут лежак какой-то, веер лежит, печка офигительная. И здесь внутри столько места, смотрите, тут даже кранчик с душем есть, вода есть. Офигеть, посмотрите, какой потолок. Вот это прикольно. Вот это прикольно. Почему мы так не додумались сделать? Блин, вот я постоянно хожу, да, делаю рум-туры, да, и потом думаю, блин, почему я так не додумалась сделать, почему? Вот смотрите, какие стены прикольные. Блин, теперь я хочу тоже такие стены. А мы вагонкой обшили. Ёпрасоте. Вот смотрите, идея для людей, которые строят баню. Не обшивайте вагонкой. У всех вот такие вот бани, один стиль такой деревенский. Все берут и шап-шоп вагонкой обшивают. Смотрите, как можно сделать. Это же очень интересная идея. Взяли вот доски, стаймя вот так вот, в стоячем виде вот так взяли и обшили. И смотрите, как прикольно. Ну скажите, что прикольно. Это же вообще круто.
Посмотрите, как круто смотрится. И потолок также сделали. Потолок и стены. Это вообще очень круто смотрится, друзья. О, блин. Знаете, прям такой этот сухой пар. Представляете? Прям сухой-присухой пар. Настоящая такая банька вообще офигительная, прикольненькая. И вот это вот, смотрите, светильники. Светятся так вообще по бокам. Видали? Вот. Вообще классно. Блин, ну мне вот этот потолок вообще понравился. Посмотрите. Это что такое? Можжевельник или как там называется? Это же вообще круто. Будет дождь сейчас, вот клянусь. Да? Кристина нас уже с утра пугает. Сейчас будет дождь, сейчас будет ливень. Клянусь, говорит. Показывала дождь, тучи черные. Так, вот дождь прошел. В Уфе идет дождь, вот мне скидывали, а у нас вот, вот, У нас всегда так. вот так вот небо. А люди Чуть-чуть боятся, там. не приезжают. Ну, у нас классно. А я рассказала, я говорю, Васыкуль такая погода. Дождь проходит быстро, сразу свой солнце. микроклимат. Да, свой микроклимат, действительно, так и есть. Почти Бали. Да, почти Бали. Ладно, спасибо большое. Ага, заходите к нам. Баню ты сделал? Я делал. Ага, Моя правда? баня, да. Своими руками? Все своими руками. Все, что здесь вот, все вот, это все моими руками сделал. Блин, вообще так круто сделано, как будто кто-то дизайнер какой-то. Ну, Дизайн-проект. да, я дизайнер, я сам дизайнер. А, нифига себе. Вот, мы На все можем руки баню еще мастер. рубить. Вот смотрите, Больше друзья, под представляете, я же говорю, мастер на все руки. Прикиньте, с бобрами общается. Ну, я думаю, это влияние бобров. Влияние, Такое. да. Влияние природы. Да, влияние природы. Представляете, своими руками эту баню сделал. Сам себе дизайнер, сам себе строитель, сам себе как там, Сам себе бизнесмен, сам себе режиссер, да, аккаунт ведет. Прикиньте, на все руки мастер, как говорится. Мастер на все руки, то есть. Ух ты! Тәмле ифтар сыққан, ай! Офигеть, рахмат! Тәмле ифтар сыққан, блин! Шашлык ифтары! Музыка қойғандар бұлар, ай! Офигеть! Шашлык жарышып тұралар. Вот это да! Что это такое? А ты что, рожки ешь, что ли? Мама рожки сварила. Луиза, вон плитку дали Луизе. И Луиза сварила рожки. Сейчас покажу я вам. А? Рожки с тушенкой? Ана қарағдар, Луизаны. Хозяюшка рожки с тушенкой сварила детям. Эй, Алла. Ты что пішірдің ме? Навеса? Яқ, не ашамай. Приятного аппетита. А? Ага. Знаете что? Мне так хорошо. Мне давно так хорошо не было. Мне даже плакать охота. Вот говорят же, слезы счастья. Это вот слезы счастья. Потому что, знаете, я давно так не отдыхала. Лежу в тишине, да, и мне так хорошо. На улице дождь идет. Такая тишина. Звук дождя. Я лежу вот в этой палатке одна. Палатка такая уютная, красивая. Это же прямо, знаете, интим обстановка. Он искусственный, прикиньте. Смотрите, как горит. Короче, я сегодня впервые в жизни, друзья, за год 10 часов спать легла. Еще даже 10 нет. Надеюсь, меня никто не потревожит. Я не хочу никого не видеть, не слышать, ни с кем не разговаривать не хочу. Я вот сейчас этот сторис доснимаю и все. Şakırına mine Şıvam zor yıllarda Sina bular hislerini Soğan sizi jırlarga Soğan sizi jırlarga Gitarı böyle Все, что останется После меня Это все, что возьму я с собой. Можем. Это все. О, гитара. Темная, как речь.